канале БСТ «Время новостей». Здравствуйте, хайырлы кез. У кунашакцев появилось собственное телевидение. Мы всегда должны освещать именно жизнь нашего района. Глава района вручил жилищные сертификаты нуждающимся. Благодарна руководству района за то, что сертификат я получила. Куншак районына Башкортостан белгестері сафар кылды. Бундағы халық тауғаған біздің башқұрт мәдениетіне. Только в Челябинске Уралым смотрят более 8000 человек. Теперь к ним присоединятся и жители Кунашакского района. Телепередача «Уралым» рассказывает о башкирах Челябинской области. Проект возник в 2016 году при поддержке представительства Республики Башкортостан в Челябинской области. С каждым годом растет охват и популярность программы. Только в Челябинске «Уралым» на канале ОТВ смотрят около 8000 человек. Теперь к ним присоединятся и жители Кунашакского района. Это у нас первый шажок таких крупных взаимоотношений в сфере средств массовой информации, именно наших коммуникаций между Республикой Башкортостан и Кунашакским районом. Мы всегда должны освещать именно жизнь нашего района и потом получать информацию от Башкортостана, о развитии Башкортостана. Также мы должны рассказывать об своих успехах. И всегда мы должны в этом плане работать вместе. Телепрограмма будет выходить по субботам в 19:45 на канале БСТ. Корреспонденты нашего филиала будут рассказывать об интересных событиях общественно-политической жизни района, истории людей и населенных пунктов. Большое внимание мы уделим культуре, традициям местных жителей. Уралым давно уже стал, наверное, не только национальным СМИ. К нам и обращаются представители других наций, чтобы мы освещали, показывали их жизнь. А кунашакцы, они наши давние друзья, часто они присылают свои материалы для нашей газеты, мы их показываем в рамках телепередачи «Уралым» областного. Но учитывая, что потребность у населения, у администрации есть в освещении жизни местных жителей, поэтому мы решили расшириться и открыть филиал в Кунашаке. Мы сильны в социальных сетях. Все телепередачи и фотографии мы заботливо храним у себя и выставляем их на показ. Появление собственной передачи позволит увековечить наследие и традиции кунашакцев. Помимо видеосюжетов, Уралым ведет фотоархив, который размещен в социальных сетях. Традиционное расширенное аппаратное совещание прошло в администрации района. На повестку вынесены актуальные вопросы. Байболдина Шаугана Мухаммедяровна. Совещание открылось вручением государственных жилищных сертификатов главой района Сибагатулой Аминовым. В рамках реализации программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации улучшат условия проживания 14 семей. Я родилась и выросла на Течи. До переселения жила в Курманово. Со здоровьем, конечно, плохо. И благодарна руководству района за то, что сертификат я получила, и остаток жизни я надеюсь жить в комфортных условиях. Директор Кунашакского центра помощи детям Ирина Сабирьянова рассказала об организации постинтернатного сопровождения выпускников. С докладом о ситуации на рынке труда в Кунашакском районе выступила директор Центра занятости населения Люция Хафизова. Она охарактеризовала ситуацию на рынке труда в Кунашакском районе как стабильную. Переподготовку ведете там водителей, машинистов кранов, машинистов погрузчиков, водителей погрузчиков, вернее. Значит, вы их там 42 или 43 специалиста подготовили, а устроили где-то человек 18, а остальные куда? Зачем вы их готовите? Мы считаем трудоустройство только тогда, когда они нам предоставляют документы о трудоустройстве. Но почему-то у нас безработные, значит, услугу получат, но потом исчезают. И вот мы за ними ходим, вызваниваем. Исполнительный директор Уральской мясной компании Николай Юзеев рассказал о кадровой проблеме предприятия. Из более чем 800 человек трудоустроенных на птицефабрике 200 вахтовики из Казахстана, Златоуста и Миаса. Основной проблемой нашего производства заключается в нехватке рабочего персонала. Хотелось бы обратиться с просьбой о помощи организации непосредственно жителей Кунашакского района в проведении встреч и агитации в плане возможного трудоустройства на наше предприятие. Вот центру занятости, чем надо заниматься. По собственным доходам птицефабрика больше всех перечисляет в бюджет района. Бюджет района. Сколько? 30? 33, что ли? Ну, вот так что сам Бог велел. Там, конечно, у них дисциплина и достаточно такая интенсивная работа идет. И дисциплина, безусловно, должна быть, конечно, потому что это
сложное производство, и оно непрерывное производство, там просто так не проболтаешься. Ну, вообще, конечно, надо своих, чтобы они устраивались на работу и работали. Птицефабрика является крупнейшим налогоплательщиком и одним из ключевых работодателей Кунашакского района. Сибагатулла Нарулович подчеркнул необходимость работы Центра занятости с Уральской мясной компанией. Также на аппаратном совещании были подняты вопросы диспансеризации населения и подготовки к итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего образования в 2019 году. Вода и благоустроенные дворы появятся там, где их не было с момента постройки населенных пунктов. Владимир Бурматов посетил Кунашакский район. Первым делом депутат Государственной Думы направился в районный дом культуры. Здание давно требует ремонта. Очаг культуры получит новый фасад, радикально изменится интерьер. Народный избранник поднял вопрос о кинотеатре. Скоро кунашакцы будут смотреть мировые премьеры в одно время с жителями крупных городов. Одновременно, конечно. В Кунашаке раньше будут выходить. Затем Владимир Владимирович направился на осмотр первого микрорайона райцентра. В рамках реализации приоритетного проекта формирования современной городской среды дворовые территории по улицам Октябрьская и Свердлова благоустроят уже в этом году. Кунашакцы получат новые тротуары, отремонтированную проезжую часть и безопасные пешеходные переходы. 42,10 квадратных метров. 5 тысяч. Это на трехэтажную виллу можно. Можно мы вам напишем письмо? Давайте, я поразбираюсь. Да, это запредельные платежи. В феврале нынешнего года введена в эксплуатацию насосно-фильтрующая станция водоподготовки в селе Халитово. На строительство здания, закупку и монтаж оборудования из местного бюджета направили 1 миллион 690 тысяч рублей. Теперь халитовцы пьют чистую воду. Ранее не соответствующие гигиенические показатели качества воды приведены в норму. Сегодня присутствуют технологии, безусловно. Нашли приемлемый вариант для нас и, в общем-то, смонтировали, запустили, и получилось нормально, удачно. И сегодня, значит, народ доволен. Я надеюсь, что при нормальном раскладе, значит, это у нас в планах в этом году в селе Аминево, значит, также установить фильтровальную очистную установку и повысить качество воды. Там та же самая проблема. Мы очень рады, что у нас вода такая чистая, мягкая. Чай заваривается исключительно. Такой оттенок красивый. Перед халитовцами остро стоит и проблема газификации. В этом году голубое топливо придет в 278 домовладений, а протяженность газопровода составит более 15 километров. У нас проблема дрова. Мы в год берем, если вот так вот честно сказать, где-то 2,5 тележки дров. Я вот посчитала, у нас на расколку, на распиловку, на складирование у нас... Штабелевку, да. У нас где-то примерно уходит в год 36 тысяч. Потому что у меня муж инвалид, он не может, приходится нанимать. Тема газификации для Кунашакского района, как и для многих других муниципальных районов Челябинской области, очень актуальна. Уровень газификации низкий, и в этом году при поддержке губернатора Челябинской области на газификацию выделены серьезные средства, в том числе часть этих средств придет в халитовское поселение, и здесь в дома поступит долгожданный газ. Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогик университеты Силәбе өлкәһенә сәфәр кылды. Башкортстан кунаклары Коншак районының Урукуль авылында һәм Дружный касабаһында булды. Это для нас, конечно, честь, что к нам приезжают из Башкортостана, проводить с нами семинар, проводить с нами мастер-классы. Считаю, что это важно для того, чтобы возрождать национальную культуру и введение ее в школе. Бұл саяхат біздің арналған Башкортстанның барлыкка килүенә 100 ел айканлы. Уку йортының студентлары башкорт бейеүе, милли музыка коралларында уйнау, тасвиры худ буенча оҫталык дәресләрен күрһәтте. Өлкән класс укучылары менән һөнәр хайлау буенча аралашты. Әйтеп үтәргә кәрәк, университетта башкорт теле менән беррәттән сит телдәр, урыс теле һәм әдәбияты, башлангыч класслар укытучыһы кебек һөнәрләр алырга мөмкин. Вы берете фетр обычной формы А4, на нем делаете, соответственно, форму, которую вы хотите,
и уже на нее накладываете узоры различные, значит, бисеры, ракушки и так далее. Мы к этому еще вернемся. Бундағы халық, олар шул тиклем һауһаган тәйтем икән безнең ошол башкорт теленә, безнең башкорт мәдәниятенә, һәм без асын күңелдән монда көн һайын сыгыш яһайбыз. Фәнни агарту эшеннән тыш, вуздың студентларын туплаган Корос театр студияһы телеяшлек спектаклен күрһәтте. Тамаша Бөек Ватан һугышына тиклемге авыл тормышын һүрәтләй. Актерларның уенына карап, залда утыручылар үз яшьлеген хәтерләнә. Безнең төп эшебез булып, ул профориентацион эш тора. Безгә БГПУга студентларны ялеп итәргә инде һәм унан тыш бу спектакльне алып килдек, чөнки хәзер Башкортстанның 100 еллыгы, шуга арнап әлеге вакытта йөреп ятабыз. Силәбе өлкәһендә үткән Башкорт дәүләт педагогия университеты көндәре төбәктәге Башкортстан Республикаһының вәкиле Амур Хабибуллин вуз ректоры Салават Сәгыйтов тырышлыгы белән тормышка ашты. Республика уку йорты хезмәткәрләре һәм җитәкчелеге урындагы оештырылу эшләренең югары кимәлдә тәэмин ителүе өчен район башлыгы Сибагатулла Әминовка сикер рәхмәтен җиткерә. Известный артист Республики Башкортостан Хасан Усманов выступит в Челябинской области с новой программой «График концертов». 4 апреля Казакбаева в 14:00, Сарина в 18:00, 5 апреля Маяк в 14:00, Халитова в 19:00, 6 апреля Султаева 14:00, Дружный в 18:00. Уфимские офтальмологи выезжают на Южный Урал проверкой операции бесплатно. Проект реализовывается при поддержке представительства Республики Башкортостан в Челябинской области. Дополнительная информация о датах приема в Кунашакском районе в наших социальных сетях и газете «Уралым». Наша передача подошла к концу. До новых встреч. Хаубулов.